Друзья, сегодня многие спорят в интернете, какая планка лучше. Низкая, верхняя. В основном люди выбирают верхнюю планку. Что это, о чем это говорит? То есть отношение высоты стволов, чтобы можно было контролировать полет дичи или мишени. Чтобы планка не закрывала глаз, как в данном положении, а открывала глаз. Есть такая некая формула или какие-то расчеты, чтобы планка, когда вы смотрите на объектив своей камеры или в зеркало, при этом разрядив ружье, должна быть на 3 или 5 миллиметров условно ниже века. Повторю, на 3-5 миллиметров ниже века. Что нужно для этого, ребята? Конечно, может быть, это будет дёкать для тех ребят, но ваше право выбирать. Здесь можно регулировать вот этой высотой гребня. Вы можете поднимать его, можете опускать его. Шею вы регулируете за счет Монте-Карло. Видите, приклады сделаны индивидуально. У кого-то меньше спуск затыльника, у кого-то больше. Вот. Здесь разные приклады с разной высотой так называемого спуска затыльника. Называется Монте-Карло. Монте-Карло называется спуск затыльник. Монте-Карло это у нас город во Франции. Но в данном случае это такая вот дефиниция, такое определение. Поэтому, друзья, высоту планки всегда регулируйте высотой гребня. Вы можете открыть, можете закрыть. Но лучше открыть, чтобы можно было полностью контролировать панораму справа налево, слева направо, чтобы стволы не перекрывали ваши глаза и вы не смотрели, не знаю, выглядывали как-то, пытались что-то сделать. Или ваши глаза были справа, вы смотрите на стволы, вы делали это слева, чтобы вы смотрели в край стволов. Ваша полностью фокусировка должна быть на мишени, внимание должно быть наружу. И планка, она должна быть в минимальном фокусе, она должна размываться в тумане, как я привожу часто пример с капотом автомобиля. И планка должна быть немножко размытая в периферии, так называемая, а мишень должна быть в четком фокусе. Поэтому для того, чтобы раскрыть вот эту всю панораму, эту картину, этот портрет, необходимо открыть планку. Если даже ваше ружье имеет низкую планку, вы можете регулировать это высотой гребня. Такое вот видео, друзья. До скорой встречи!